Здравствуйте, в эфире 7 дней плюс, и сегодня говорим об играх будущего, как прошли эти первые игры в России, чего не хватает нашему спорту, и есть ли будущее у киберсоревнований. И сегодня у нас в гостях семикратный чемпион России по BMX фристайлу, победитель игр будущего, участник Олимпийских игр 2020 года и просто красивый парень Ирик Рязаев у нас в гостях. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Ирик, ну вот вы все-таки с командой забрали этот приз на играх будущего. Расскажите свои впечатления. Ожидали ли вообще такого результата? Да, получилось невероятно классно. Поздравляю, кстати, вас. Большое спасибо, большое спасибо. У нас был довольно-таки необычный формат, новый для BMX фристайла. Во-первых, мы впервые соревновались командой. Это BMX стал командным видом спорта впервые, потому что мы всегда выступаем индивидуально, отвечаем только за себя. Вот также у нас был интересный формат в том плане, что команды собирались рандомно, и просто вот собрали пул участников, 8 парк-райдеров, это моя дисциплина, 8 стрит-райдеров и 8 геймеров. И рандомно нас собрали в команды. То есть вы не знали, с кем вы будете? Изначально нет, изначально нет. Когда проходила жеребьевка, мне невероятно сильно повезло попасть с братом в команду. Я вот, кстати, тоже удивилась. Вы вроде бы с братом были, думаю, неужели рандомно попали? Рандомно, да. И когда была жеребьевка, все в BMX-комьюнити, мы в том числе просто как это вообще возможно, как это произошло. Вот. И также мы попали в команду с испано-бразильским стрит-райдером Микки Флеком. Вот у нас, как ни странно, сложилась очень сильная команда. Да. Ну и как вам, то есть как удалось вообще, вот как-то, я не знаю, вот в команде, вы когда-то работали в команде вообще? То есть это привычно для вас? Нет, было сильно непривычно. Во-первых, ты отвечаешь не только за себя, но и за других ребят. Вырабатывается какая-то общая стратегия. Было сильно необычно, было по-новому. Классный формат, захватывающий. Изначально был немного скептически настроен, если честно, как можно связать там киберисторию, тем более в BMX фристайле и настоящий BMX, реальный в жизни. Вот, но в итоге формат был невероятно захватывающий. То есть я наблюдал за каждым батлом просто с открытыми глазами. Было очень интересно, что произойдет. Вот, также сам симулятор очень сильно разбавил наш спорт. Потому что мы соревновались в симуляторе, также можно было повторять трюки в симуляторе. В общем, если погружаешься внутрь, получилось прям невероятно интересно. Ну, вот какие сложности возникали? Такая новая реальность, к которой мы еще как бы потихоньку сейчас только привыкаем, да? Самое сложное для вас, к чему вам бы сложно было привыкнуть? Самое сложное? Ну, самое сложное, это, во-первых, командная история. То, что ты отвечаешь не только за себя, но и за команду. Вот. Ну и подвести как бы остальных тоже не хочется. Вот. А также, конечно же, симулятор для меня была совершенно новая история. Я знал о его существовании, но раньше никогда им не пользовался. Вот. И первые дни это было просто невероятно трудно. Не понимал, как это работает. Ничего не получалось. Я, в принципе, в игры не особо играю. Вот. Тем более... Кто-то вас учил? Был какой-то человек, который там как-то... Или вы сами там по наитию? Ну, мне брат помогал, он меня обучал, который очень хорошо разбирается в играх и в симуляторах BMX, правда, в других немножко, вот, но да, он меня направлял, помогал, мы с ним вместе каждый вечер собирались дома за компьютерами и пытались разобраться в этом симуляторе. Вот, но со временем как-то мы вникли внутрь, нам нарисовали очень классную карту в симуляторе, это точная копия Уран-парка. Вот, и становилось все интереснее и интереснее, приятнее и приятнее. Ты вкатываешься, как в настоящей жизни. Ты привыкаешь к велосипеду, к BMX. Тут ты также привыкаешь к этому же велосипеду, к этому же парку, но в симуляторе. Классный опыт. Вот, в итоге даже после игр я периодически сажусь и играю за симулятором. Ну все теперь, да? Классная история. Да. И она чем-то даже помогает в реальной жизни. В симуляторе у тебя как бы бесконечная жизнь, и ты в этом Уран-парке можешь пробовать что-то новое, открывать какие-то интересные новые линии, новые трансфера. Ну вот когда вы все-таки выиграли, да, вы ожидали вообще в целом, что такой результат будет? Мы, конечно, вот подозревали, что все-таки, участник Олимпийских игр, мы такие думаем, наверное, выиграют, да, а вот сейчас, судя по вашим словам, что вот как бы вы попали в команду, были сложности какие-то,
такое ощущение, что вы не особо рассчитывали. Слушайте, я, честно сказать, никогда не прихожу на соревнования с мыслью, что я точно, ну, прихожу побеждать, что я точно выиграю. Такого никогда нет. Я всегда стараюсь сделать все максимально возможное для того, чтобы победить, там, ну, либо показать высокий результат. Вот, но никогда не загадываю насчет результата. То есть и тут также мы делали максимально все возможное, чтобы это было возможно, ну, чтобы мы могли теоретически победить. Мы очень много тренировались в реальной жизни, в симуляторе, продумывали стратегию, прям очень сильно вникали в правила. И ну, это позволило нам победить. Вот, но опять же... То есть... Как соперники, как вообще были сильные соперники, которых, ну, действительно, вот вы с ними бы так поконкурировали? Или все прям классные были? Были очень сильные соперники, 100%. Кто-то более сильный, кто-то менее сильный. У всех свои были сильные стороны, слабые стороны. Кто-то больше времени там проводил в симуляторе, кто-то меньше. У кого-то трюки для меня более удобные, у кого-то менее удобные. Но к каждому баттлу мы подходили, ну, как правильно сказать, ну, не было ни разу такого, чтобы мы такие расслабились, да, вот сейчас будет легко. Ответственно, в общем, да, да, то есть, так, с полной отдачей. Ну, 100% на каждом баттле мы выкладывались на все там 110%. И, к счастью, это сработало, да, но сказать, что это было легко, точно нет. То есть это... Естественно, ну, вся моя подготовка в реальном BMX фристайле, то есть она пошла на пользу, как бы, и мое большое разнообразие трюков. А также, то есть, 3 месяца не вылазили из этого симулятора, и это также пошло на пользу 100%, все в итоге сработало. Но это также это спорт, все могло не сработать, то есть мы могли вылететь, в принципе, в первом баттле. То есть там есть элемент, да, такой удачи, 100%. случая, да? Ну, как и в любом спорте. В любом спорте. То есть, может быть, просто не твой день, а может быть твой день. Тебе может повезти, может не повезти. Нам и повезло, но и, конечно, сработала вся вот эта огромная подготовка, которую мы проделали. Смотрите, как вот отношения сложились вообще с иностранными спортсменами, да? Вообще вся эта история интересная с играми будущего, да? То есть еще в такое время это все произошло, да, когда у нас такая политическая ситуация накладывает свои такие, да, коррективы на Россию. И тут вот куча иностранных спортсменов приезжает к нам, мы их там гостеприимно принимаем, все такая дружба, love, мир, peace и так далее, понимаете? И вот иностранные спортсмены, как у вас сложились отношения? Были ли какие-то, не знаю, комментарии от них по этому поводу? Да, ну, во-первых, хочу сказать, что был невероятно счастлив, что наконец-то до нас, до Казани, до Уран-парка доехали иностранцы, потому что я всем говорю в интервью, что у нас один из самых лучших скейт-парков. Говори. И я и правда так считаю. Вот, и тут приехали ребята иностранцы, они это, естественно, подтвердили. У них невероятное впечатление от площадки, от города, от организации, от формата. Мы очень классно провели время, ребятам все понравилось. Они удивлялись каким-то вещам, может быть, в России? Может, кто-то в первый раз приехал? Ну, первое, чему они удивились, что здесь очень сильно холодно для них. Много кто приехал из теплых краев, вот и вышли, просто все промерзли в моменте, вот, но удивлялись, 100% они удивились площадке нашей, потому что, ну, правда, такого в мире практически нигде нет. То есть Казань на уровне, да? 100%. Ну, опять же скажу, вполне вероятно, что это самый лучший экстрим-парк, ну, по крайней мере, как раз-таки вот для BMX фристайла во всем мире. Вот, и ребята, я думаю, это прекрасно поняли, хотя у нас даже и не была открытая часть Уран-парка. Вся в снегу, вот, но ребята тоже ее увидели и захотели приехать сюда еще и летом. Какие-то стереотипы, может быть, о жителях России? Не было такого вопроса? Сложно сказать. Но это вопрос к ребятам, скорее всего. Ну, то есть ты не почувствовал никакого предвзятого отношения или что-то? 100% нет. Возможно, они были чему-то удивлены, вот, но это не показывали, не знаю. Ну ты вот смотри, ты уже ощущал, да, вот это внимание так повышенное после Олимпиады, да, сейчас вот игры будущего. Есть какая-то разница, ну вот популярность твоя возросла как-то,
подписчиков больше стало? Ой, я не знаю, сложно сказать. Я условно говорю, но вот да. Это можно как-то сравнивать вообще? Вот игры будущего, Олимпиада, вот сейчас вот пост игры будущего. Интересный вопрос, интересный вопрос. Ну, наверное, не так, как на Олимпиаде все-таки, потому что... Почему? Во-первых, потому что у нас был дополнительный вид спорта, и его довольно-таки мало показывали, к сожалению. Вообще очень счастлив, что в принципе BMX подключили к фиджитал истории и к играм будущего. Вот, но у нас была дополнительная дисциплина, которую не показывали в прямом эфире, и в принципе не так много внимания ей уделяли, к сожалению. Хотя она получилась невероятно зрелищной и интересной. Вот. Так что не скажу, что прям как на Олимпиаде. На Олимпиаде было по-другому немножко. И у меня там еще так сложилось, что я этого даже сам не знал. И в общем, рассказываю историю. У нас был диджей, который всегда ставит нам музыку на Кубки мира, на чемпионаты мира. Вот он мне пишет за несколько месяцев до Олимпийских игр: скинь мне музыку, под которую ты хотел бы кататься. Я такой: слушай, я вообще не знаю, я когда еду там заезд, я ничего вообще не слышу. То есть можно выбрать музыку, да? Да, на Олимпиаду можно было выбрать музыку. Интересно. Вот я говорю: слушай, ты всегда классную музыку ставишь, я тебе доверяю, то есть, ну, давай сам. Вот, я проезжаю сначала квалификацию, и мне говорят, потом все просто начинают написывать, об этом в новостях пишут, что вот Эрик Рязаев, BMX-ер из России, на Олимпиаде выступал под Моргенштерна. Вот, наверное, возможно, это повлияло. Ну, короче, я прям когда прилетел, и на финалах у меня тоже это включил, хотя я этого даже не слышал, потому что, ну, когда я еду свой заезд минутный, просто я в таком коконе, через который ничего не пробивается, то есть мне ничего не говори, я ничего не услышу, я просто еду свой заезд. Вот, и музыку я тоже не услышал, вот, но... Да, ну, то есть, но все равно он вам сделал пиар, да, все-таки такой? Да. Так случайно получилось? Или специально? Я не знаю. Но ребята меня встречали, да, иногда. Выходишь, я не знаю, из метро, еще откуда-нибудь. О, это ты под Моргенштерна катался на Олимпиаде. Вот, поэтому, да, после Олимпиады был чуть по-другому. Вот, но здесь тоже очень приятно, и наш финальный баттл получился довольно-таки зрелищный и сильный. Я там довольно-таки хорошо выступил. А у нас там не было музыки. У нас там был совсем другой формат, он сильно отличался от классического. Мы повторяли трюки друг за другом. То есть нужно было сделать трюк, и твой оппонент должен его повторить. Если он не повторяет, ты зарабатываешь очко. Вот. И я в нашем батле с Марином Арантесом, это сильнейший спортсмен из Хорватии, он является чемпионом оверролла Кубка мира, вот, и, в принципе, ну, многократный победитель там, международных топовых соревнований. У нас с ним был вот, финальный баттл, получается. Вот, и я за ним повторил довольно-таки много трюков. Все трюки пытался повторить, и большую часть повторил. Вот, и да, именно в BMX комьюнити очень, как правильно сказать, всем сильно понравилось, да, всем сильно понравилось, всем прям зашло. Так что да. Расскажи, вот как ты вообще пришел в этот спорт? Вообще, как начал заниматься? Сколько тебе лет было? Мне было лет 11. Вообще, в принципе, на велосипеде я с самого раннего детства, с 4 лет. Вот, а в 11 я начал кататься на BMX. Я проезжал мимо нашего казанского скейт-парка, который стоял на Танковом кольце. Просто на парковке были металлические фигуры, покрытые деревом. Я даже не знал, как называются трюки, что это такое. Просто увидел ребят, которые делают что-то на небольших велосипедах. Это что-то тебе понравилось, да? Что-то мне очень сильно понравилось, вот, и я потихоньку начал туда приезжать, пытаться что-то повторять, не зная трюков, не зная названий трюков, вот, но потихоньку вот начал в эту историю вникать. Кстати, я это делал изначально с братом, с Маликом, с которым мы сейчас выиграли игры дружбы. Вот, он, правда, потом ушел в футбол, вот, а я остался также приезжать в скейт-парки, приезжать на земляные трамплины, которые мы сами копали. Вот, и вот с того момента все сильно с головой влюбился в спорт и так и продолжаю его любить. Ну смотри, вот BMX фристайл, да, он вот долго не имел такого официального статуса, да?
И вот, ну, его все-таки внесли, да, в список вот в Олимпийских играх. А вообще как-то поменялось отношение к этому виду спорта после того, как он появился на Олимпийских играх? Сейчас у него есть у себя какой-то официальный статус? Это уже какой-то спорт? Ну, он всегда был спортом, и с 2011 года он являлся официальным спортом в России. У нас проводился чемпионат России официальный. Такой дворовый спорт, ну вот, по крайней мере, такая ассоциация, да, с ним. Но теперь вот все-таки его воспринимают как вот какой-то такой официальный спорт. Тем более ты вот внес, скажем так, коррективы, да? Поддерживаешь статус этого спорта. Да. Поменялось ли отношение вообще у людей, у, я не знаю, окружения? Отношение 100% поменялось, причем не только в России, но и во всем мире. Но изначально я хотел бы сказать, что и до включения BMX фристайла в Олимпийские игры мы уже соревновались по всему миру, и в России, и по всему миру у нас были довольно-таки крупные, масштабные коммерческие соревнования. Вот, так что нельзя говорить, что именно вот с включением в Олимпиаду BMX вдруг там, обрел огромную популярность, и у нас появились соревнования по всему миру и все подобное. То есть и до этого мы ездили по всему миру, у нас были партнеры, у нас была поддержка, просто она была вне государства. То есть государство на BMX Freestyle, в принципе, все государства мира не особо обращали внимание. Вот в 2017 году у нас включают в Олимпийские игры, и отношение, конечно, сильно поменялось. Не знаю, серьезнее начали к нам относиться, Главное, как к выделяют, настоящему нет? спорту. Да, да, начали поддерживать, естественно, и спортсменов, и начали появляться в большем количестве площадки для занятий BMX, скейтбордом. Так что... Нет такого, что вот Да. ты кому-то рассказываешь, допустим, ну, человек, который не связан с спортом, спрашивает, да, ты говоришь, вот я занимаюсь BMX фристайлом, он такой, что это? Ну, как бы. Бывает, конечно, бывает. Зачастую. Все реже и реже, но да, конечно, бывает. Приходится объяснять, что мы делаем трюки на небольших велосипедах, вращаем велосипеды, себя. Вот, ну, грубо говоря, акробатика, гимнастика на велосипеде. Да. Ну вот расскажи, смотри, вот какое будущее, как ты думаешь, вот у этого вида спорта в России? Получается ли его развивать массово как-то? Развивается ли он массово сейчас? Вот? Я понимаю, да, сейчас уже вот чуть-чуть подвижки какие-то есть, да, какой-то вот статус приобрел, сейчас вот Олимпиада, игры будущего, да. Есть ли будущее? У BMX Freestyle 100% есть будущее. Он развивается, все больше людей им занимается, все больше площадок открывается по всей стране. Вот. И федерация за него прям плотно берется и сильно развивает. Большое количество как и просто новичков, так и спортсменов, профессионалов очень высокого уровня у нас появляется в стране. Вот единственное, что мешает развитию, это, наверное, курс доллара и евро, потому что BMX история, ну, не сказать, что сильно дорогая, как бы, но и не сильно дешевая. То есть все труднее и труднее ребенку там, приобрести BMX. Поэтому сейчас очень много народу катается на самокатах, потому что самокат, там, не знаю, в 5 раз дешевле, возможно, еще больше. То есть вот эти велосипеды, они привозят или что? Нет, их привозят, они становятся просто все дороже и дороже. Вот, и все труднее и труднее их позволить себе. Ну, труднее и труднее их позволить себе. Вот, тем более на начальном этапе, когда ты не уверен, что твой ребенок, что ему это зайдет, что он будет дальше продолжать заниматься, кататься на BMX, купить сразу же велосипед за 25 тысяч, 30 тысяч рублей довольно-таки проблематично. Вот. Но несмотря на это, спорт развивается вот, по разным причинам. Спортсмены над этим работают, федерация развивает, включение в Олимпиаду, появление большого количества новых скейт-парков по всей стране. Вот. Ну и в принципе интерес, то есть такой молодежный, интересный, классный вид спорта. Вот как раз ты про парки сказал, да, вот интересно, насколько вот у нас в России созданы вот условия в этом смысле. Ты в основном катаешься здесь, да, в Казани? Да. И в Москве тоже, наверное, где-то катаешься? Бывает, да. Но по большей части в Казани, в Урампарке. Да. Урампарк у нас это единственное место, где можно, наверное, или как? У нас это не единственное место, но это 100% самое лучшее место в Казани. Самое лучшее место для тренировок и для проведения, в принципе, времени на BMX в России.
Если ты хочешь профессионально заниматься BMX фристайлом, ты переезжаешь в Казань. То есть так у нас все ребята со сборной страны просто собрались со всей страны и переехали сюда. Ребята снимают, арендовывают квартиры, живут здесь и тренируются здесь. Потому что если ты не тренируешься в Казани, ты в уровне будешь потихонечку ото всех отставать. Вот у себя в Москве, например, там таких площадок нет, даже близко, да. Это единственная площадка. В каких городах еще скажи? Это самая лучшая площадка. Я не говорю, что в Москве нет площадок. В Москве есть площадка, несколько площадок довольно-таки классных. Не, вообще, в принципе, скейт-парков там, наверное, штук 50. Но именно тех, которые подходят под нашу дисциплину BMX Freestyle Park, под олимпийскую, наверное, 3-4 крытых скейт-парков, в которых можно заниматься круглогодично. Вот, и штук еще 10, наверное, открытых площадок. Вот у нас в Казани есть Урам-парк с огромной крытой площадкой, открытой площадкой невероятно высокого уровня, топового международного уровня. Также у нас напротив XL есть небольшой парчок, который там стоит, там детишки до сих пор катаются. В каком возрасте лучше заниматься, вот начать заниматься, да? И предупреди, да, людей о рисках, которые... Чем раньше, тем лучше, 100%. То есть сейчас дети начинают и с 5, да, и то есть, там, к 15 годам они уже на невероятно высоком уровне. Так что, да, чем раньше, тем лучше, естественно, как и в любом виде спорта. То есть просто мы начинаем там не с больших колес, ну, относительно больших 20 дюймов BMX Freestyle, вот, а там 12, 14, 16, 18 дюймов. То есть потихонечку детишки дорастают до обычного BMX. Вот, так что, да, чем раньше, тем лучше. Вот, какие риски? Ну, естественно, это экстремальный все-таки вид спорта. И тут, ну, не скажу, что... Как правильно сказать? В общем, очень важно кататься в защите сразу же. Мы в Урам-парке там запрещаем кататься без шлемов. Обязательно шлем, в идеале защита ног, налокотники первое время. Вот. И никакой также никуда не торопиться. Нет вот. Там страховки, да, никакой в парках? Не, ну, у нас... страховка это просто вот... Нет, у нас есть учебные фигуры, у нас есть огромная поролоновая яма, в которой мы оттачиваем трюки. Да, есть учебные приземления мягкие, куда мы тоже продолжаем оттачивать трюки. Вот, и потом настоящие деревянные фигуры. Я просто когда смотрю на эти трюки, мне кажется, что там никакая яма учебная не поможет. Ощущение такое, что если там не так как-то приземлиться, то все. Нет, поролоновая яма сильно помогает, туда можно хоть вверх ногами приземлиться, ничего с тобой не произойдет. Также помогает учебные приземления мягкие. Вот, и, слушайте, ну, со временем, с опытом ты понимаешь, на что ты способен, и что ты можешь сделать на BMX, что на BMX безопасно. Вот, и шаг за шагом ты его познаешь и начинаешь себя чувствовать намного лучше, чем на ногах. Вот это у меня произошло. То есть я на ногах неуклюжий обычный человек, а на велосипеде ощущаю себя как супергерой какой-то. Сколько у тебя переломов? У меня перелом один. Вот, очень глупый. Один перелом за все это время? Да. Челюсть я сломал. Но мощный перелом, скажем так, да? Ну, челюсть как-то неприятно. Неприятный, скорее. Но это так, по глупости тоже. Я не говорю, что у всех так, что ребята там катаются с минимальными травмами. Опять же, это зависит от твоего подхода к спорту. То есть, если ты никуда не торопишься, если ты подходишь к этому с головой, можно обойтись, ну, либо без травм, либо с минимальными травмами. То есть 100% это будут ушибы. Вот, но с этим можно жить, царапина, ушибы. Это какой-то везунчик прям, я не знаю. Возможно. Дерева нет, постучим по стеклу. Ну, у нас осталось вот буквально 1,5 минуты, да. Расскажи вот о своих планах, да. Ты уже покорил ли ты все вершины? Может быть, еще дальше. Ты, можно сказать, уже старая гвардия. Новое поколение наступает на пятки. К сожалению, да. Поэтому... Ну, во-первых, продолжать свою спортивную карьеру на данный момент 100%, потому что у меня довольно-таки хорошо получается, вот, и мне это нравится, вот это, наверное, самое главное. Так что, да, BMX-карьера, также потихоньку планирую возрождать свой велобренд, который я запускал несколько лет назад. А что ты там делаешь, велобренд, это что? Запчасти для велосипеда, мы их проектируем, потом на заводе в Тайване
создаем, вот, Так. отправляем в Россию, и здесь ребята на них катаются. То есть приезжаешь в скейт-парк, и половина там парк-райдеров катаются на запчастях моего бренда. Вот, также соцсети развивать и популяризировать, естественно, BMX Freestyle через них. Да, такой план. Да, ну да, может быть, и тренером будешь, да, впоследствии. Нет такой, да, задачи. У нас Может быть, кончилось время, к сожалению, да. Да. Все. К сожалению, кончилось время. Спасибо, что ты пришел. Успехов тебе. Спасибо, что Ну позвали. да, ждем новое поколение, в том числе. До свидания.